Добрый вечер. На ТНВ новости Татарстана. В студии Лисан Сабирова и коротко о главных событиях этого дня. Уверен, что нарушены его права и права его сестры. Дом снес, а квартиру покупать новую мне не разрешает. Почему житель Казани не может купить новое жилье? В репортаже Альбины Асылгараевой. Спасатели вызволяли летучую мышь из казанской квартиры. На окне видно было, что она висит какое-то черное пятно на шторке. С какими еще животными сталкиваются сотрудники МЧС? В сюжете Альбины Минибаевой. Время прививок. Гриппом заболевает каждый 10-й взрослый, каждый 3-й ребенок. Какого гриппа ждать в этом году и что колят татарстанцам? Лина Зинатуллина. Премьера сезона. Сегодня в Москве КАМАЗ представил новую кабину грузовика. Оценить новинку на автосалоне «Комтранс» собрались представители российских и зарубежных средств массовой информации и конкуренты. Новый модельный ряд татарстанского автогиганта в своем Инстаграм по традиции пропиарил и Рустам Минниханов. Все подробности в репортаже нашего собственного корреспондента в федеральной столице Дины Газалеевой. Подмосковная выставка автотранспорта хоть и призвана продемонстрировать самые последние достижения мирового автопрома, для близких к человеку и природе новинок тут место есть тоже. Например, вот такая соковыжималка. Садись на велосипед, крути педали и наслаждайся свежим соком. Но у мужчин, а их большинство среди посетителей выставки «Комтранс», интересы все же технические. Нет, здесь коробки отбора мощности, те, которые у нас есть. КАМАЗовская экспозиция – одна из самых внушительных. Татарстанский автогигант традиционно выставляет всю линейку, производимую в республике, в том числе и пассажирский транспорт, как вот этот новый электрический автобус. На одной из городских московских остановок совсем скоро, уже в эти выходные, можно будет увидеть новый КАМАЗовский электробус. Он выйдет на маршрут. Новый автобус полностью вписывается в концепцию обновления городского столичного транспорта. Тестовые испытания уже прошли. Автобус отличается от своих предшественников видоизмененным салоном, а также тем, что нет шахты моторного отсека, за счет чего повышена пассажировместимость. Новый московский электроавтобус КАМАЗовского производства не преминул сфотографировать для Инстаграма Рустам Минниханов. Это 70 километров на одной зарядке. Этого достаточно, если установить на конечных станциях станции быстрой подзарядки. Европейские бренды также представили сегодня свои новые разработки, в том числе и компания Ford Solers, чьи машины собираются на территории Татарстана. И вот такие выставки очень важны. Мы сегодня увидели, что наши автомобили Ford Solers, линейка, пожалуйста, санитарные, там, для детей, там, вдруг для коммерческого транспорта, или тот же КАМАЗ. Ну а главным и самым эффектным сегодняшним событием стала презентация новой КАМАЗовской кабины. Автомобиль совсем другой, не только снаружи, но и внутри. Это новый КАМАЗ 54901 с кабиной К5, в которой даже человек под 2 метра ростом может стоять, не согнувшись. Это очень эффективно и экономично. Здесь современный двигатель, рядная шестерка, новый двигатель КАМАЗа 12-литровый, который имеет большую мощность, до 55 лошадиных сил, и высокая топливная экономичность. Поэтому этот автомобиль будет иметь для клиента хорошую эффективность. Автомобиль премиум-класс. Инвестиции в производство новой машины составили 15 миллиардов рублей. Дина Газалеева, Виталий Лукьянов, Александр Ярошов, Марат Закиров, ТНВ, Московская область. Сегодня же в Москве Рустам Минниханов принял участие в церемонии подписания соглашения. Теперь компания «Татспиртпром» сможет продавать баварские пивные бренды в республике и стране, а также варить пиво на своем заводе. Напомним, завод «Татспиртпрома» строится в индустриальном парке Чистополь. Ожидается, что баварское пиво высшего качества здесь обоснуется надолго. Контракт заключен на 10 лет. Я вас поздравляю. Буквально час назад в Казани открылся международный фестиваль мусульманского кино. Он обещает стать самым масштабным за последние 13 лет. Заявки на участие подали почти 1000 режиссеров из более чем 60 стран мира. В конкурсную программу вошли 60 лучших фильмов. На фестивале работает наш корреспондент Александра Севастьянова. Саша, расскажите, какие фильмы представит Татарстан и почему фестиваль этого года называют прорывным для республики? Достойно настоящего человека. Добрый вечер, Ляйсан. Традиционно фестиваль начался с ковровой дорожки. И сегодня по ней прошлись режиссеры, актеры, приглашенные гости из 27 стран. Стоит отметить, что в этом году география фестиваля особенно широка. Помимо традиционных арабских стран, среди
участников государства Европы. Это Италия, Франция, Венгрия, Бельгия. Много приглашенных российских звезд. Вот в данный момент на сцене выступает Светлана Светличная. Приехали и Марат Башаров, Ольга Остроумова. Многие любители кино, которые хотели приобщиться к фестивалю, заблаговременно пришли к месту проведения. В их числе и родители нашего татарстанского режиссера Ильшата Рахимбая. Мы успели с ними пообщаться до начала, и давайте послушаем, что они скажут о работе своего сына под названием «Представь» и о самом съемочном процессе. Это конкурсную программу попал, но он несколько раз участвовал уже в этих фестивалях. Но в этом году особенно, потому что мы сами все снимали, там все участвовали, все это перед нашими глазами было. Но еще продолжение будет этого кино, это еще начало только, поэтому... Удачи ему! Сегодня с открытием фестиваля всех гостей праздника поздравил и президент Татарстана Рустам Минниханов. Предлагаю послушать его. Казань вновь стала центром пересечения и взаимообогащения мировых культур и духовных традиций. Точкой притяжения для профессионалов и любителей кино. С каждым годом фестиваль мусульманского кино уверенно завоевывает сердца кинозрителей и укрепляет свои позиции как одного из авторитетных смотров не только отечественного, но и мирового киноискусства. В общей сложности зрители увидят 60 картин. Сегодня презентовали несколько трейлеров. Это было очень эффектное зрелище. Их показали под живое исполнение артистов. Я думаю, что самые интересные моменты мы еще покажем в нашем вечернем выпуске. Но пока, Лясян, тебе слово. Спасибо, Саша. Напомним, это была Александра Севастьянова с открытия фестиваля мусульманского кино. А мы продолжаем. А днем уже шли внеконкурсные показы. Марат Башаров – один из почетных гостей международного фестиваля. Сегодня он принял участие в презентации фильма «Мулла», где исполнил одну из ролей. Актер признался, что это его первая роль в татарском кино. Сегодня зрители увидели тизер кинокартины, поскольку съемки ленты еще продолжаются. В следующем году фильм «Мулла» будет представлен в конкурсной программе фестиваля мусульманского кино. Это экранизация одной из последних пьес татарского драматурга Туфана Минуллина. Моя биография где-то, наверное, около 100 картин. К большому сожалению, не было ни одной татарской картины. Башкирские были, американские, французские, немецкие, русские, но не было татарских. Фильмом-открытием, с которого в этом году стартует фестиваль, выбрана лента египетского режиссера «Наш проповедник». Ее показ начнется через несколько минут в 20 часов на Пушечном дворе Кремля. Религиозная толерантность – основной посыл создателей фильма для зрителей. Картина актуальна в эти дни как никогда. Сегодня в Казани на международной конференции богословов духовные мусульманские лидеры из разных стран мира высказались по поводу трагических событий в Мьянме, которые сейчас обсуждает весь мир. Что это было и что сейчас нужно делать? Всю палитру экспертного мнения выслушал Дмитрий Аринин. Здесь сразу надо сказать, что то, что происходит, это очень плохо. Это все негативно. То есть к людям так нельзя относиться. Нельзя сказать, что здесь идет резня мусульман со стороны властей. То есть в свое время они переселились из Бангладеш, потом возникли экономические проблемы. Сейчас эта проблема всплыла. Но я думаю, тоже не случайно. Здесь, может быть, какие-то экономические интересы каких-то государств. Акты терроризма, которые, к сожалению, бывают представители мусульманских народов делают. И часто в качестве примера, да, вот буддизм самая мирная религия. Да, это мирная религия, но люди же люди. То есть бывают люди, он себя считает приверженцем определенной религии, но выполняет ли он нормы этой религии? То есть, к сожалению, нет. А здесь именно это государство должно брать на себя роль, только оно может в первую очередь брать и останавливать это своей именно рукой закона. Удивляет, где их человечность, куда смотрит ООН, куда смотрят организации, которые призваны защищать права человека, то есть кричат о правах человека, когда какого-то гея что-то с ним сделают, кричит весь мир. А когда в Мьянме убивают детей,
женщин, стариков и всех людей, которые придерживаются, только говорят, что они мусульмане, но это уже надо одуматься надо со всем миром. Призываем как мусульман всего мирового сообщества, так и Организации Объединенных Наций, чтобы совместно все здравомыслящее человечество могло приостановить вот эти трагические последствия. Конечно же, мы не останавливаемся только вот этими заявлениями, лозунгами. Сегодня наши благотворительные фонды начали акции по сбору средств закята, садака для того, чтобы всяческим образом поддержать угнетенный народ. Как подтверждение татарстанской модели мирного сосуществования разных вер и религий, сегодня стало известно, что в Челнах построят синагогу. Она появится в микрорайоне Замеликеси и станет подарком на 25-летие местной еврейской общины. Главный раввин России Берл Лазар уже назвал предстоящую стройку народной и попросил поддержку от братьев-мусульман. Чтобы купить новый дом, хочет продать старый, но ему не дают разрешения. Сегодня казанец Равиль Ибрагимов дошел до Конституционного суда республики. Мужчина уверен, что нарушены его права и права его сестры, чьим опекуном он является. Так почему семья пока только мечтает о новоселье? Альбина Слугараева. Я жил 60 лет вместе со своей сестрой. В прошлом году пенсионер решил снести дом, продать участок и купить новое жилье. Но для этого ему нужно было получить в исполкоме разрешение на продажу. Ведь в доле на землю его сестра-инвалид, чьим опекуном он является. Дом снес, а квартиру покупать новую мне не разрешают. На том основании, что я должен предоставить правоустанавливающие документы на ту квартиру, которую я хочу купить. Но документов пока нет, ведь мужчина хочет вложить деньги в долевое строительство. Но сам факт запроса такой бумаги – это нарушение его конституционных прав и прав его сестры, объяснял сегодня мужчина в суде. Он просит внести изменения в нормативный акт. Я намерен, продав землю, которая принадлежит нам по 1/2, намерен купить новое жилье, где мы, опекаемые, и я, будем владеть той же по 1/2. Почему вы не даете разрешения на продажу земли? Это же моя собственность. Главный аргумент исполкома – вступление в долевое строительство не гарантирует приобретение жилья. Сестра-инвалид заявителя рискует лишиться квадратных метров. Правовых нюансов много. Представитель исполкома сам долго цитировал закон и пересчитывал пункты статей, пока не добрался до сути. Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а попечитель давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного. Еще одна претензия мужчины – нормативный акт, в который он просит внести изменения, опубликован только на русском языке. А это еще одно нарушение. Сегодня, помимо двух сторон, суд выслушал и экспертов, представителей органов власти. Некоторые встали на сторону пенсионера. Будет ли документ опубликован на татарском языке и будут ли в него внесены изменения, станет известно примерно через месяц. В это время Конституционный суд республики вынесет решение. Альбина Слугараева, Амир Залюшев, ТНВ, Казань. Это новости Татарстана, и смотрите далее в выпуске. Начать новый учебный год по-новому. Школа полностью обновилась, и она стала новой современной школой. Капитальный ремонт в кадетской школе-интернате Черемшанского района оценил Сергей Хайдаров. Время прививок. Гриппом заболевает каждый 10-й взрослый, каждый 3-й ребенок. Какого гриппа ждать в этом году и что колят татарстанцам? Лина Знатулина. В Альметьевске открыли новый учебно-лабораторный комплекс колледжа будущего Татарстана. Образовательный проект реализует группа ЧТПЗ совместно с правительством республики на базе завода «Алназ» и Альметьевского профколледжа. В новом здании колледжа площадью 1000 квадратных метров расположен участок производственного обучения и 8 современных лабораторий. Здесь азы рабочих профессий осваивают более 300 студентов. В их числе Антон Васякин. Он учится на 4-м курсе по специальности технология машиностроения и уже строит планы связать будущее с Алнасом. Я выбрал специальность технологии машиностроения, чтобы стать высококвалифицированным инженером. В этом году состав учеников колледжа пополнился на 125 человек. И тем, кто отличился на вступительных экзаменах, студенческий из рук президента Республики Татарстан и акционера группы ЧТПЗ. Самая главная идеология, когда наши молодые люди будут учиться и работать. Вот как 50-60% времени они будут работать. Дуальное образование – это вот самый современный подход.
Общий объем инвестиций в новый корпус – 225 миллионов рублей. Татарстан взял на себя закупку и поставку лабораторных комплексов, а группа компании «Римера» – ремонтно-строительные работы, а также закупку промышленного оборудования и оргтехники. Сегодня мы открываем здесь великолепный 1000-метровый учебный центр, который является дополнением к колледжу и поддерживает систему дуального образования. 8 лабораторий прекрасно оснащенных, сейчас вы все посмотрите, ребята, которые здесь учатся. Я глубоко, Руслан Нургалевич, благодарен вам за поддержку, которую вы оказываете нашим проектам, и правительству Республики Татарстан. Обучение в колледже основано на немецкой дуальной системе. 40% времени занимает теория, 60% практика на тренажерах и промышленном оборудовании, которое идентично оборудованию на производстве. Кроме того, колледж будущего Татарстана – партнер чемпионатов по стандартам WorldSkills. Колледж уже выпустил 2 потока студентов. Сегодня почти половина высокопрофессиональных рабочих из их числа успешно трудится в цехах завода «Алнас». Александр Севастьянов, Фуат Гайсин, Булат Шафигуллин, ТНВ, Альметьевск. Обновленный дом для будущих защитников Отечества сегодня в Черемшане после капитальной реконструкции открылась кадетская школа-интернат. Она носит имя Героя Советского Союза Ивана Конева. Вторым домом эта школа стала для сотни мальчишек и девчонок из 8 муниципальных районов республики, а также Самарской области. На реконструкцию в рамках президентской программы было направлено более 50 миллионов рублей. Теперь здесь просторные светлые коридоры и обновленные учебные классы. А совсем скоро будет и новая столовая и спортзал. Свиной грипп вернется. В грядущем эпидсезоне Татарстан не ждет новых штаммов вируса, но готовится к старым. Свиной грипп в республике уже был 7 лет назад, и тогда не удалось избежать летальных исходов. Сейчас уже идет вакцинация. План привить практически каждого второго. Лина Зинатуллина сегодня узнала, готовы ли татарстанцы прививаться. Со слезами и криками, но от болезни защитились. В жизни полуторагодовалой Алисы это первая прививка от гриппа. Вакцины показаны детям от 6 месяцев. Теперь на очереди сами родители. Я стараюсь каждый год делать прививки себе. И, в принципе, вот каждый раз гриппом не болел. Первая партия вакцин уже хранится в поликлинике. Это препарат для самых маленьких. Вакцинация здесь стартовала 16 августа. Привили пока почти 700 малышей, а вот по плану 14 тысяч. Вакцины в этом году 2, обе российского производства. Препарат Совигрипп, говорят врачи, не содержит консервантов и безопасен даже для беременных. Они наряду с детьми и пожилыми главная группа риска. Вакцину, кстати, испробовал и сам глава Минздрава. Привился еще 30 августа, открывая фельдшерский пункт в Бугульминском районе. Много вопросов. Какой прививкой прививается министр, импортный или отечественный? Отечественный. Новых штаммов в этом году не ждут, но и старые пугают не меньше. В грядущем эпидсезоне гонконгский и свиной грипп. Последний Татарстан тяжело пережил в 2009-2010 годах, когда не обошлось без летальных исходов. Ни один вакцинированный не умер от гриппа. Да и вообще болеют вакцинированные редко, и если болеют, то болеют они обычно не тяжело. Основной подъем заболеваемости ОРВИ ждут в середине декабря, а прививаться можно уже сейчас. На выработку иммунитета уходит от недели до 1,5 месяцев. Но далеко не все спешат в процедурные кабинеты. Без вакцины мы обходимся хорошо каждый год. Я бы сделала на период осени, потому что иммунитет тем более снижен у кормящей матери. Я думаю, что это лишняя химия ни к чему организму. С этим может поспорить статистика. Заболеваемость гриппом за последние 5 лет в Татарстане снизилась в 12 раз. При этом охват вакцинации был увеличен с 22% до 34%. Но и этого мало. В прошлом сезоне вакцины получили 1 300 000 татарстанцев. План на этот год привить больше 1,5 миллиона. Лена Зинатуллина, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Помогите, летучая мышь. Такой необычный вызов поступил на номер службы спасения 112. Сообщение приняли, спасатели на место отправили. Животное действительно успело напугать жителей улицы Дубравны. И пока дикие животные обживают Казань, спасателям все чаще приходится выезжать на спасение хвостатых. Альбина Минибаева о самых необычных случаях. Перчатку взял. Закрыл, она очнулась, проснулась, начала пищать, кричать, вырываться. Пищать и вырываться из рук спасателя Алексея Мягкова начал не человек, а летучая мышь. Именно ее команда спасателей вызволяла из обычной многоэтажки. Вызов от жителей улицы Дубравна оказался своеобразным. Животное настолько успело напугать. Девушки находились на улице, так сказать, в пижамах, укутанные в одеяло. Вот. Мы, говорит, боимся. Она говорит, вторую ночь нас уже пугает. Густой лес буквально в пару метрах от жилого массива, поэтому неудивительно то, что летучая мышь и попала в квартиру, тем более открытые окна. Именно в такую погоду они и ищут подходящее место для ночлежки. К вам не залетала? Нет, у нас москитная сеть. Девочки к вам не обращались за помощью? Нет.
Хотя с летучей мышью справились бы и сами жильцы. Это внешние животные не самые привлекательные. Зато отлично справляются с вредоносными насекомыми. И залетают они в город по банальным причинам. Есть виды, которые... Раз пища есть, убежище есть, больше ничего не нужно. Пока летучие мыши облетают Казань, спасатели летят на вызов, вызволяя животных. В прошлом году спасали лебедей на замерзшем кабане. Еще чаще приходится помогать крупнорогатому скоту, но в рейтинге самых забавных – собаки. Небольшой обрезок трубы, то есть щенок залез, он лазил по трубам, голову засунул, а обратно уже вылезть не смог. Торчал только просто кончик носа. Ну и хвост, соответственно, из этой трубы. Помогать людям, а не животным – это основная работа спасателей. Но приходится и от ужей спасать, и кошек с деревьев доставать. Однако спасатели советуют в первую очередь оценить свои силы перед тем, как вызывать команду МЧС. Альбина Минибаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Юбилейная и внеочередная сегодня в Елабуге вручали премию Марины Цветаевой. Церемония проходит раз в 2 года, но в этом сделали исключение. Связано это со 125-летием поэтессы. Обладателями премии в номинации «Исполнительское искусство» за моноспектакль стала народная артистка России и Татарстана Светлана Романова. В номинации «Цветаевский мемориал» племянница поэтессы Ольга Трухачева. Она привезла рукописи и личные вещи Цветаевой для музея. Поэтический форум продолжит День памяти, конкурс и цветаевские костеры, и множество выставочных проектов. Однажды меня спросили: вы Марину Цветаеву любите? Я задумалась и говорю: нет. Потому что любите – это очень мелко. Даже на меня обиделись, как не любите. Я не могу назвать одним словом, потому что мне все кажутся не мелкими и немножко пошлыми по сравнению с ним. Это небо, это планета, это земля, это бездна. Далее выпуски спорта и прогноз погоды. Увидимся в 21:30. Мы вместе делаем радио. Ты выбираешь лучшую музыку. Ты выбираешь новости онлайн. Спасибо за твой выбор. Болга Радиосы. Мы первые в Татарстане. С 13 по 19 сентября в Уфе пройдут долгожданные гастроли татарского театра Галяскара Камала. Легендарный театр из Казани привезет 10 лучших спектаклей. Билеты в кассах театров Гафури и Русского драматического для зрителей старше 12 лет. Дилер номер 1 в Казани, автоцентр «Марка» представляет. Гарантия лучшей цены. Скидка до 200 тысяч рублей. Берите Nissan без дилерской наценки. Звоните 4 пятерки 3 единицы. На старт, внимание, надо брать! Пятерочки. Уникальная акция «Надо брать». Корм для кошек «Феликс» в ассортименте 85 грамм по 13,50. Пятерочка. Надо брать. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции, за один сеанс. 292 66 77. За выгодными ценами в Вессон. Яйцо отборное 1 штука всего 3 рубля 40 копеек. Подсолнечное масло олейна 1 литр за 74 рубля 90 копеек. Акция действует с 5 по 11 сентября в гипермаркете Эссон. Действительно выгодно. Эссон. Поехал за мебелью, выиграл квартиру. Розыгрыш призов на 4 миллиона рублей. Мебельград. Знаешь, кто самая красивая? Теперь ты с гиалуроновым кремом Либридерм. А что ты строишь? Это домик для маленькой девочки? Это замок для принцессы. Не бывает замков без королевских башен. И без королевской крыши. Стальной бархат. Надежная металлочерепица с текстурированным покрытием. Гарантия Северстали 25 лет. Казанские стальные профили. 241 03 03. 241 03 03.
Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиятов. В Набережных Челнах прошли соревнования по картингу. Гонки на Кубок Татарстана в личном зачете, а также на Кубок мэра среди команд. 74 картингиста приняли участие в соревнованиях Автограда. Победителя в самом многочисленном классе ждал уникальный приз – поездка на финиш ралли «Дакар» 2018 в Аргентину. Поддержка семьи, родные стены, опыт и умение собраться в нужную минуту – все это помогло челнинцам. Команда «КамАЗ-Мастер Юниор» заняла 17 из 27 возможных призовых мест. А вот за главный приз поездку в Аргентину пришлось побороться. За него сражались представитель Сарманова Эльвир Рахимов и челнинец Данил Телепов. Но и в этой схватке удача оказалась на стороне Автограда. На финиш ралли «Дакар» отправится представитель команды «КамАЗ-Мастер Юниор». Кто не станет профессиональным пилотом, получив вот этот опыт, они в будущем станут хорошими механиками, конструкторами, инженерами. Быть чуточку добрее первоклашек научили хоккеисты Акбарса. Перед очередной тренировкой Владимир Ткачев и Андрей Чибисов отправились в Казанскую гимназию номер 4. Там юных школьников ждал урок добра от известных игроков. Занятие получилось не только увлекательным, но и полезным. Под руководством учителей хоккеисты вместе с первоклашками рассуждали о понятии добра. Размышляли над тем, как можно сделать мир лучше. Спортсмены предложили ученикам сделать рисунок, символизирующий добро. Первоклашки с гордостью делились своими успехами, рассказывали о том, как помогают мамам нести тяжелые сумки из магазина, убираться дома и готовить обед. Оказалось, что к труду нынешние гимназисты были приучены с самого раннего возраста. В конце занятий игроки Акбарса подарили ученикам клюшку добра, где каждый ребенок сможет сделать пометку о своем хорошем деле. Наша цель, чтобы дети научились любить друг друга, делать добро окружающим, добро носить в свою семью и делиться с ним постоянно. К добрым делам присоединились также игроки казанского «Уникса». Баскетболисты провели товарищеский матч с инвалидами. Это уже не первая встреча общества с казанскими спортсменами. Ранее ребята соревновались против футболистов и хоккеистов. Сейчас смогли попробовать свои силы в баскетболе. Поделившись на две команды, игроки «Уникса» помогали своим партнерам забивать мячи. Главное в таких поединках не результат, а стремление людей с ограниченной возможностью заниматься спортом. Воспитанники татарстанской школы баскетбола Ильнур Шарипов и Александр Билли пришли к ребятам не с пустыми руками. В конце мастер-класса все получили памятные подарки от баскетбольного клуба «Уникс». Они были нам очень рады. Видно, они очень стараются, у них буря эмоций. И нам от этого тоже весело очень. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. Холодный атмосферный фронт значительно понизил температуру в республике. Подробнее после полезной информации. С 1 сентября 2017 года санаторий Ассы, Республика Башкортостан, объявляет акцию «Заслуженный отдых». Скидки пенсионерам 5% при наличии пенсионного удостоверения. Все подробности по телефону 8 906 100 30 50. С 1 сентября санаторий Ассы снижает цены до 20%. Также скидки для пенсионеров 5%. Все подробности по телефону 7 85 15. Код города 34 792. 8 906 100 30 50. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево малооблачно. Ночью местами возможен дождь, +8. Днем без осадков воздух прогреется до 16 градусов. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге переменная облачность и без осадков. Ночные температуры +9, днем около 16 градусов тепла. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызье, Менделинске малооблачно. Осадки не ожидаются. Ночью всего 8 градусов тепла, а вот днем уже теплеет до 17 градусов. На северо-западе, Варске, Кукмаре, Балтасе также без осадков. Ночью +9, днем столбики термометров покажут 15 градусов. На юго-западе, в Болгаре, Буинске, Дрожжаном облачная погода с прояснениями. Ночные температуры +8, днем около 15 градусов тепла. Для жителей центральных районов республики 6 сентября будет малооблачным и теплым. Ночные температуры +8, днем около 17 градусов выше нуля.
В последующие дни осадки не ожидаются, станет теплее. И еще одна полезная информация. Кухни, шкафы-купе, спальни и гардеробная. Любая корпусная мебель по вашим размерам. Только до конца сентября при заказе кухни сушилка и мойка в подарок. При заказе шкафа-купе комод в подарок. Доставка и установка бесплатные. Данил Мастер, город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома на берегу реки Волга. Индивидуальное отопление, качественная чистовая отделка. Торопитесь, скоро сдача. Телефон в Казани 561 08 81. ЖК «Приволжский». Качество по разумной цене. Жилой комплекс «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра Казани. Чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. Успей купить квартиру в готовом доме по цене строящегося. Телефон в Казани 561 08 81. О погоде в столице. Завтра в Казани переменная облачность, местами возможен дождь. Температура воздуха ночью плюс 9-11, днем 15 градусов. Ветер восточный, порывистый, до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 79%. Это вся информация о погоде. В студии была Лейла Латыпова. Увидимся на ТНВ.